Здравствуйте, меня зовут Евгения, и это передача «Мама в Кубе». И сегодня я хочу поговорить о развитии наших детишек. Я думаю, что каждый родитель хочет для своего малыша, чтобы он был успешным, благополучным, развивался творчески, физически и умственно. Все мы с вами знаем, что развитие и воспитание наших детей – это очень важно. Но порой нам, родителям, просто не хватает времени на воспитание наших детишек, на их развитие. И сегодня мы с вами в гостях в Доме детского творчества, где мы побеседуем с директором Золотовой Натальей Витальевной о развитии наших детей. Наталья Витальевна, скажите, пожалуйста, чем же помогает нам, нашим детишкам, именно дополнительное воспитание, дополнительное развитие? Ну, вообще нужно сказать, что в нашем городе есть условия для дополнительного образования наших детей. Это и две спортивные школы, школа имени Воронкова и «Локомотив». Есть детская художественная школа и детская музыкальная школа, которые работают по федеральным стандартам. И также замечательно, что есть такое вот учреждение, как Дом детского творчества, который принимает детей независимо от способностей, от их возможностей. Занимается 2700 детей в этом учебном году, 49 кружков и объединений. То есть, работая по 5 направлениям, мы предоставляем детям широкий спектр возможностей для развития способностей. Для того, чтобы развить в ребенке все вот эти возможности, у нас вот созданы как раз все условия для того, чтобы ребенок лучше чувствовал себя в обществе, да, комфортно, чтобы он развил свои какие-то таланты, свои задатки. У нас работают школы лидера, например. Есть клуб юных журналистов, где ребята учатся говорить, учатся вести мероприятия, учатся писать. Есть кружки творческой направленности, это вокальные, хореографические. Есть декоративно-прикладное искусство. Наверное, это больше девочки чаще всего, например, прикладным творчеством, вязанием, бисероплетением занимаются. Но если говорить о мальчиках, я зорко за этим слежу, чтобы у нас мальчики тоже нашли сферу приложения своих способностей. Мальчики у нас с удовольствием посещают, например, танцевальные ансамбли, созвездия, ассорти. Затем мальчики техническим творчеством занимаются с большим удовольствием, потому что там тоже работают такие специалисты своего дела. В этом году наблюдается такой бум у нас в шахматы, например, дети. У нас ведет Сергей Петрович Дмитриев, и очень с удовольствием, с большим дети занимаются шахматами. Есть в шашки у нас играют и мальчики, и девочки. Вот. И что еще хочется сказать, это вот для школ, удаленных от Дома детского творчества, у нас в лицензию включены такие школы, как вот 11-я школа, лицей госслужбы управления, 7-я школа, 1-я и 3-я. С родителями мы тоже работаем в тесном контакте, стараемся и в школах тоже дружить с родителями, потому что когда родители поощряют своего ребенка в занятии тем или иным видом творчества, то это всегда приносит свои плоды, ребенок понимает, что это важно, что это мамы приходят, бабушки приходят на концерты. Вот. И когда родители поддерживают в любом начинании, чем бы ребенок ни занялся, то он не бросит просто так. Это ведь и воспитывает самодисциплину, организацию. Правильно я понимаю, что дополнительное образование – это все-таки важно для ребенка? Ну, конечно, если в законе об образовании в Российской Федерации целая глава посвящена дополнительному образованию, то есть сейчас, в настоящее время, общеобразовательные школы получают лицензию на дополнительное образование, потому что детей нужно развивать, и это бесспорно, развивать в разных направлениях. Это ведь еще и профориентация. Я мама, захотела привести своего ребенка. Я могу это сделать в любое время? Так у нас кружки занимаются с сентября, идет набор. Конечно, чтобы уже поэтапно развивать ребенка, чтобы он попал уже в номер, который будет разучиваться с его участием. Конечно, нужно это делать в начале учебного года. Но если дети посмотреть, прийти, например, чтобы понять, в какой кружок они хотят выбрать, можно это сделать и сейчас. Главное дойти до нас, главное захотеть. Мы, взрослые, должны помочь сформировать интересы ребенка. Как-то его поощрить не в плане материальном, а прийти на концерт, похвалить, сказать, спросить, что вы там изучали, например. Вот как-то вот так вот интерес. Если ребенок видит, что это кому-то нужно, значит, мне тоже нужно.
значит, Вот. есть результат. Мгм. Благодарю вас за такой подробный ответ, за такую подробную информацию о Доме детского творчества. Ну, а мы пойдем прогуляемся и посмотрим, чем же занимаются детки. Людмила Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь с девочками? Ну, мы вяжем. Первые азы получаем в вязании. Сначала начинаем с вязания. Иногда берем разные декоративно-прикладное творчество. Это у нас вышивка, лепка, бисероплетение. Но это тоже зависит индивидуально. Детки каких возрастов занимаются у вас? Ну, дети даже бывает приходят старшие группы садиковские. Это Родители получается приводят. 6 лет. Да, с 6 вот, и до 9 класса. Только девочки ходят? Нет, бывает и мальчики. Вот в 2012 году в 6-й школе занималась, ходил и мальчик, единственный мальчик. Так красиво вязал. Ну, я, допустим, знаю, что у нас многие врачи, мужчины, тоже занимаются вязанием, потому что это же как раз развитие моторики. Да, движение пальцев, движение рук стимулирует кору головного мозга, и при этом у детей хорошо развивается речь, память, логическое мышление. Но это, наверное, дополнительно еще и какой-то своеобразный отдых, потому что все Да, равно... они отдыхают, даже вот снимают стресс. Да. Это вязание успокаивает. Иногда даже вот зову их по именам, они даже не откликаются, они уходят в себя, думают, отдыхают. А вот эти работы девочки все, они оставляют у вас или куда? Нет, это трудно оставлять какие-нибудь работы. Они сразу забирают, чтобы показывать родителям. Кому-то надо подарить, у кого-то день рождения бабушки или для красоты интерьера. Ну, очень трудно. Вот в конце года у нас бывает выставка учащихся. Я вот от каждого прошу, пожалуйста, хотя бы по одной игрушке приносите на выставку. Вот не хотят оставлять. Как от сердца отрывают. Да, не хотят оставлять. Но я думаю, сейчас мы как раз и узнаем у девочек, нравится ли им заниматься. Как тебя зовут? Меня зовут Милена. Милена. Ой, какое красивое имя. А что ты вяжешь? Расскажи мне, пожалуйста. Я сейчас вяжу сумку Сумку? А для кого ты ее вяжешь? для себя. Для себя? Летом будешь с ней ходить, наверное? Да. Да? Ой, как хорошо, молодец. Тебе нравится заниматься здесь? Да, очень нравится. Очень нравится. Что ты научилась здесь делать? Ну, вязать мышку, вязать кольцо. А шить ты умеешь? Ну да. Да? И если у тебя где-нибудь будет дырочка, ты сама ее зашьешь, да? Серьезно? Ты какая умница. Вот настоящая помощница для мамы растет. Как тебя зовут? Софья. Я начала вязать туловище для совы. Меня зовут Софья. Фамилия у меня Васильева. Я вяжу сумку. Мне нравится заниматься вязанием. Я хочу научиться вязать, как Людмила Геннадьевна. Я хочу научиться вязать мишку большого. А я хочу киску. Я тоже хочу научиться так красиво вязать. Девочки, учитесь вязать. Это очень интересно и здорово. Меня зовут Алексеев Николай Егорович. А какой кружок вы ведете? Судомодельный кружок и кружок технического моделирования. К труду приучаются, к конструированию, к мышлению такому. С какого возраста у вас занимаются детки? Со 2 класса, 2-3 класс вот я принимаю. Получается 8-9 лет. 8-9 лет, да. И до седых волос. А на своем личном опыте расскажите нам, пожалуйста, как помогает это в жизни? С 4 класса судомоделизмом занимаюсь. Сейчас, конечно, руковожу. С детьми Но занимаетесь? это очень здорово в жизни помогает. Хоть дети хоть научатся, хоть гвозди забивать инструментами, навыки владения рубанок, стамеской. А то иногда и даже не знают, Что это такое? что это такое. А в каких конкурсах вы участвуете? Мы ежегодно в республиканских соревнованиях участвуем по судомодельному спорту. Призовые места частенько занимают. У нас вот ученик Игнатьев Леша, ежегодный призер. Леша, здравствуй, очень приятно с тобой познакомиться. Расскажи нам, пожалуйста, что ты сейчас делаешь, какую модель? Здравствуйте. Сейчас я делаю модель малой канонерской лодки.
В данный момент у меня в руках находится корпус. Его я сделал. Это дерево? Нет, сделано внутри киль, на него прикреплены шпангоуты. Далее облицовано электрокартоном, все прошпаклевано, прошкурено и пролакировано. То есть ты полностью это все делал сам? Да. Далее мне остается его покрасить и уже сделать саму настройку. Сейчас я ей как раз и занимаюсь. Лёш, скажи, со скольки лет ты занимаешься? С 3 класса, 6-й год хожу. Угу. Нравится? Да, разумеется. А чем помогает тебе это в жизни? На улице дома. я, и дома, и на улице мне есть чем заняться. Я люблю работать своими руками. И в школе, конечно же, это развивает мое мышление. В жизни мне это очень пригодится, конечно же, и дома, и в разной деятельности. Родителям помогаешь? Да, разумеется. Лёш, спасибо большое, очень интересно. Мы можем пригласить еще Максима, нашего призера республиканских соревнований. Здравствуй, Максим, очень приятно с тобой познакомиться. Как называется это творение? Моя модель называется «Патрульный катер». Ага. Полностью все сделано своими руками, сам все делал, Да. все собирал. Максима, давай я подержу и расскажи, пожалуйста, мне, из чего же состоит твоя модель. Вот эта конструкция называется 11-миллиметровый автомат. Я его сделал из проволоки, остальные части сделал из картона. Дальше идет вьюшка, тоже я его сделал из картона, а стойки сделал из металлической проволоки. И вмотала это все нитью. Вот это вот автоматическая спасательная шлюпка. А сколько времени ушло у тебя, чтобы сделать эту модель? Где-то 6 месяцев. 6 месяцев ты делал все Да. это? Молодец. Какая удивительно тонкая и трудоемкая работа. Это просто потрясающе. В настоящее время мы готовимся к республиканским соревнованиям. Буквально вот на днях выезжаем. Республиканские соревнования по судомодельному спорту в классе резиномоторные модели. Здесь столько разных и интересных процессов. Мне, как представительница женского пола, это все безумно интересно. Я даже не знала, что у нас мальчики такие молодцы. Вы знаете, здесь я вижу не только корабли. Здесь еще есть и самолетики, и вертолетики. Посмотрите, какое чудо. А еще я вижу, у нас один мальчик занимается построением вертолета. Как тебя зовут? Назар. Ой, Назар, здравствуй, какое красивое имя. И какой красивый у тебя вертолет. Ты его собирал по частям, по отдельности? По Все частям. эти детальки? По частям. Да? Очень интересно. А можешь рассказать, как называются детали? Это военный вертолет МАУ. Военный? Да. Угу. Вчера я заклеил стабилизатор и пропеллер, а сегодня я склеиваю хвост. Мамочки, папочки, какие наши дети молодцы. Какой потенциал. Они строят такие модели. Это просто, даже слов нет, это восхитительно. Какую миссию выполняет Николай Егорович? Какие взращивает он мужские качества в наших сыновьях? Евгения Владимировна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, для наших телезрителей, чем вы занимаетесь? Здравствуйте, я занимаюсь танцами. Вообще мы занимаемся с детьми, начиная с 4 лет. И вот сами можете посмотреть, дети, кончая 16-17 лет. И даже есть подростки, которые приходят к нам с медицинского училища, с педколледжа. Тоже такие детки занимаются, подростки. А только девочки занимаются или мальчики тоже? Мальчики тоже есть, но их не в таком количестве, как мы хотелось бы видеть. Обучать вообще детишек, наверное, сложно, тем более 4 года, это совсем малыши. Да, конечно, у нас все получается. Вначале у нас начинается вид деятельности с игровой, потому что, как мы все знаем, младший возраст – это всегда игра. И танец мы, конечно, воспроизводим в виде игры. Евгения, я знаю, что заниматься танцами – это хорошо. А в чем же проявляется вот это вот хорошо для детишек? Для детишек хорошо это проявляется в первую очередь для здоровья. Во-первых, у них осанка становится ровной. Сейчас очень часто у детей проблемы с позвоночниками, болезни сколиоз, гиподинамия. Во второй причиной это у нас то, что у детей появляется красивая
походка не только у девочек, но и у мальчиков. Появляется чувство ритма, музыкальности. И танцы еще помогают выплеснуть всю негативную энергию, потому что дети, как и взрослые, хотят, чтобы у них было на душе все хорошо, и эту энергию за весь день они выплескивают именно в танцы. Теперь, дорогие телезрители, вы видите, почему заниматься танцами очень важно для наших детей. Ребятки, привет! Какие вы все хорошие! Меня зовут Женя. И я сегодня с вами хочу поговорить о том, чем вы здесь занимаетесь. Мне очень нравится танцевать и петь. Танцевать и петь тебе нравится? Ой, ты какая умница! А стишки вы знаете? Да. Да? Маму поздравляли с праздниками? Да? Да. А ты мне расскажешь какой-нибудь стишок? Да? Давай я тебя послушаю. Мамин праздник, день чудесный, мы подарим маме песню. Моя мама учится, и ее встретите, нету бабы ее на свете. Мама очень любит дети. Кто на свете лучше всех? У кого веселый смех? Вам секрет открою я. Это мамочка моя. Тебя крепко обнимаю, с 8 марта поздравляю. Мама молодая, трудится на нас. Мы спасибо скажем. Много-много раз. Светлана Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас очень замечательная группа детишек, я посмотрела. С какого возраста посещают ваши занятия? С 2 лет до 4. С 2 до 4. И что входит в их занятия? В наши занятия входит, получается, 3 предмета. Первый предмет – это хореография, потом сценическое мастерство. Детей учат, получается, работать со своим лицом, улыбаться, показывать эмоции своим. И у нас идет вокал. Там мы поем песенки. А сколько длятся ваши занятия по времени? Наши занятия длятся всего лишь 20 минут. Мы с детьми такого возраста участвуем в концертах. Мне бы очень хотелось отметить еще наших родителей. Они принимают активное участие во всех конкурсах, нас везде поддерживают. Главное, приводят детей, уводят детей, везде участвуют. Вот. Даже шьют костюмы иногда. Дорогие друзья, вот и еще один плюс к списку наших микротрадиций, способствующих сплоченности наших семей. Мы наблюдали, как танцует ваша дочка. А скажите, давно ли вы ходите сюда, в Дом детского творчества? Мы начали ходить недавно, в феврале только. А сколько лет доченьке? 4. Будет в мае, сейчас 3 пока. Вы занимаетесь в кузнечиках здесь. А еще какие-то дополнительные занятия есть? Она ходит в Росток-2. Вот нам преподавательница посоветовала по хореографии начать ходить в кузнечик, потому что она быстро схватывает, любит танцевать, скажем так. Дома танцует? Дома без конца танцует. Еще детки есть у вас? Есть у меня еще старший сын, он ходит в Росток. Тоже сюда? Да, здесь. А в Росток какие занятия получают? У них там рисование, математика, английский, обучение грамоте. Это сколько лет? Ему 5 лет. Это подготовка к школе? Да. И получается, в следующем году пойдем в школу. Не в этом, а в следующем. Как вам ваше мнение после посещения занятий? Что вы можете сказать? Какие улучшения? Мне кажется, их подготавливают к школе, они сидят за партой, они учатся вести себя более прилично, скажем так, не шуметь, да, поднимать руку, если что-то хотят спросить. Плюс, конечно, то, что здесь английскому учат. Мне вот это больше нравится. Потому что говорят, что в школе дети должны уже знать английский, когда приходят. Вот. Сами родители, мы не можем так их научить, допустим, как их здесь научат. Да, как специалисты. Я так думаю, что многие родители нашего города занимаются со своими детишками так же, как вы, Наталья, и видят плюсы в этом развитии. Несомненно. Педагоги здесь хорошие. Большое им спасибо за вклад наших детей. Да, действительно. Замечательно, что работа педагогов, она очень ценна и важна. И я уверена, что тот вклад, который несут педагоги Дома детского творчества, он оценится и он будет очень большим в будущем наших детишек.